Результаты французских праймериз переполошили российскую и европейскую медиасферу. Политологи и журналисты снова начали играть в игру «Найди агента Путина» и активно обсуждать, насколько пророссийским или антироссийским президентом Франции будет победитель праймериз французских правых Франсуа Фийон. Западные СМИ вообще записывают в агенты Путина любого, кто выступает против доминирования в международной политике над национальной олигархией, о которой говорил Путин на Валдае. А тут еще и выяснилось, что российский президент позитивно охарактеризовал самого Фийона. Ему теперь вообще бесполезно доказывать французским СМИ, что он не агент КГБ. Ну да ладно, западные СМИ — это отдельная история болезни под названием русофобия, которая уже давно приобрела форму паранойи. Но вот упорство, с которым российское экспертное сообщество обсуждает вопрос, Фийон друг или не друг России, мне представляется совсем нездоровой. В геополитике нет друзей. Есть интересы, которые или совпадают, или не совпадают. Есть еще и фанатики-русофобы, вроде Хиллари Клинтон или прибалтийских политиков, с которыми у нас интересы никогда не совпадут по той простой причине, что они принципиально хотят увидеть нас всех в гробу. Все. Друзей нет, не было и не будет. Есть лидеры и страны, у которых с нами общие интересы, и с которыми можно взаимовыгодно сотрудничать. Фийон прагматик, а не фанатик, что уже хорошо. Путин с ним продуктивно работал в тот период, когда Фийон был премьером. И замечательно. У Фийона есть вполне прагматичные причины желать восстановления отношений с Россией, и это отлично. Кстати, вот эти причины. Для лидеров французских системных правых, то есть, по сути, республиканцев, важно решить проблему ИГИЛ. Проблему ИГИЛ никак нельзя решить без России. И хорошо, что главный претендент на должность президента Франции это прекрасно понимает. Вот уже первая серьезная причина сотрудничать с Россией. Фийон не евроскептик. Он верит в европейский проект. Если перефразировать Трампа, о нем можно сказать, что он хочет сделать Европу снова великой. Для этого неизбежно требуется экономическое сотрудничество с Россией, которое критически важна для поставок энергоносителей в Европу и критически важна как логистический хаб, объединяющий Европу и Китай в одно экономическое пространство. И это вторая причина сотрудничать с Россией. Фийон консерватор старой школы. Он против гей-браков, он против неконтролируемой миграции, он за то, чтобы глобализация делалась с учетом национальных интересов, а не за счет национальных интересов его страны. С кем ему в этих условиях сотрудничать? С Меркель? С Соросом? Или все-таки с Путиным, который продвигает аналогичный подход к решению международных проблем и защищает традиционные ценности? Сейчас сложно предсказывать, кто победит на выборах во Франции. Для нас, по сути, будет выгоден любой вариант, при котором к власти во Франции придет просто прагматичный политик, с которым можно будет о чем-то серьезно договориться и который будет просто честно служить интересам Франции, так как он их понимает. Фийон вполне подходит для этой роли. Ле Пен тоже подходит. И единственная разница между ними с российской точки зрения заключается в следующем. Победа Ле Пен – это почти гарантированный развал Евросоюза. Победа Фийона – это, возможно, единственный шанс для Евросоюза выжить, провести нужные реформы и стать действительно домом для всех европейцев, а не инструментом в руках Сороса и других представителей наднациональной олигархии и бюрократии. Что лучше для нас? Вопрос дискуссионный, но я уверен, что выгоду мы сможем извлечь из любого результата.